20% из тех, кто перенес коронавирус, страдают депрессиями, бессонницами, страхами и другими нарушениями состояния здоровья. Такие данные приводят врачи, которые имеют опыт работы в ковид-госпиталях. Обсудим, что нужно делать и как проходить реабилитацию вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами Гульнас Ласынова, заведующая отделением медицинской реабилитации клиники БГМУ. Гульнас, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. И вот первый вопрос: реабилитация тех, кто перенес коронавирус, как проводится на базе клиники БГМУ? В нашей клинике реабилитация проводится пациентам уже когда они находятся в реанимации, а также пациентам, которые находятся в палатах. Реабилитация проводится в виде беседы врача с пациентом. В первую очередь мы объясняем пациенту, по поводу чего и зачем он находится в больнице, и объясняем план дальнейшего лечения. Ну, то есть это лечебная физкультура, да, в том числе? В том числе, да. Помимо беседы врача с пациентом, проводится лечебная физкультура. Тем пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии и не могут выполнять упражнения самостоятельно по рекомендации врача, у нас приходит инструктор-методист по лечебной физкультуре и проводит с ними занятия по лечебной физкультуре, в том числе с пациентами тяжелыми, которые находятся в реанимации. И даже с теми, кто находится на аппарате искусственной вентиляции легких в виде пассивной гимнастики суставной. А сколько всего этапов? Один этап – это в реанимации, а что происходит дальше? Дальше пациент, когда переводится из реанимации в отделение, в палату, также с ним продолжают заниматься лечебной физкультурой. Как только он становится активным и может самостоятельно выполнять задания, то дальнейшие занятия по лечебной физкультуре пациент выполняет сам. Это в дистанционном режиме? В дистанционном режиме мы проводим с теми, кто уже выписан из госпиталя, находится дома на карантине 14 дней, который соблюдают все пациенты после выписки из инфекционного госпиталя. Также в программу реабилитации пациентов, которые находятся в госпитале, входит эрготерапия, то есть это лечение с помощью выполнения какой-либо работы. Пациентам даются задания для того, чтобы они не утрачивали свои функции основные. Это могут быть какие-то элементарные занятия в виде рукоделия, в виде обслуживания себя, задания по обслуживанию себя. И когда пациент выписывается из госпиталя, им даются рекомендации продолжить дистанционную медицинскую реабилитацию с применением телемедицинских технологий, и указывается телефон для записи отделения медицинской реабилитации. А могут ли им воспользоваться те, кто не проходил лечение в клинике БГМУ, но в каком-то другом медучреждении республики, да, проконсультироваться? Вот у вас можно? Да, телефон для записи у нас размещен на социальных сетях нашей клиники. Можно позвонить по указанному номеру и получить консультацию врача. И любого пациента из любого инфекционного госпиталя мы можем включить в наши программы дистанционной реабилитации. Гульнас, скажите, а что является источником бессонниц, депрессий, нарушений состояния, когда человеку очень тревожно? Вот откуда это идет? Ну, во-первых, сам коронавирус повреждает нервную систему. В основном эти симптомы связаны с повреждением нервной системы, а также дополняется тем, что пациенты находятся в госпитале, некоторые пребывают в реанимации, у них нарушаются ритмы жизнедеятельности, пациенты путают день и ночь. Из обычной, то есть жизнь уже не так, как раньше, уже по-новому нужно перестраиваться. И это тоже сигнал для тревоги, видимо. Да, само понимание того, что они инфицированы коронавирусом. Очень много информации поступает об осложнениях при перенесении у пациентов, перенесших коронавирус. Пациенты боятся, пациенты получают большое количество лекарств, пребывают в больнице, у них меняется обычный распорядок дня, привычный для них распорядок дня, и возникают вот такие психологического характера жалобы. Но эти состояния нужно обязательно коррегировать, компенсировать
тревогу нужно снимать любыми способами, в том числе с применением самых доступных препаратов от тревоги, настойка валерианы, вот элементарно, да, то есть, ну, любыми способами у пациентов нужно снимать тревогу, так как она не только влияет на качество жизни, но также может как бы перейти в депрессию и более сложные проблемы психологического характера. Скажите, пожалуйста, ну вот еще многие говорят, что не нужно заниматься самолечением, лучше обращаться к врачу, да, и получать индивидуальный рецепт конкретно под этого человека. Вот как вы можете прокомментировать вот этот вот момент? Ну, с этим я полностью согласна. Самолечением ни в коем случае не нужно заниматься, особенно когда речь идет о диагностике коронавирусной инфекции, о лечении коронавирусной инфекции. Если говорить про реабилитацию, у нас вот пациентов, которых мы берем на дистанционное ведение после выписки из ковид-госпиталя, в первую очередь контролируем выполнение назначения врача, который им дал лечащий врач в инфекционном госпитале. То есть пациентам ни в коем случае нельзя самостоятельно отменять лекарства. Нужно встать на учет к врачу по месту жительства. Вот те рекомендации, которые указаны в выписном эпикризе, нужно соблюдать обязательно. Дальнейшее ведение уже осуществляется врачом по месту жительства, и все вопросы, особенно которые касаются приема лекарств, которые рекомендованы, нужно обсуждать только с врачом. И даже коррекцию вот таких нарушений, как тревога, нарушение ритмов жизнедеятельности, бессонницы, плаксивость, нарушение толерантности к физическим нагрузкам, нарушение дыхательной системы. Вот все симптомы и жалобы, которые возникают у пациентов после выписки из инфекционного госпиталя, все нужно согласовывать с врачом. Самолечением ни в коем случае заниматься не нужно. А правда ли, что самолечение может нанести больше вред иммунной системе человека, чем вот если он проигнорирует решение пойти к врачу? То есть если он выберет дома самолечение, он может нанести больше себе вреда? Ну, если самолечение может как бы отвести пациента совсем в неправильном направлении. Вот у нас существует WhatsApp-группа с пациентами, которых мы ведем дистанционно. Там в группе с пациентами находится врач. Некоторые вопросы пациенты могут обсуждать друг с другом, некоторые вопросы они задают врачу. Одним из самых частых вопросов у них бывает, ну, нормально ли повышение температуры до 37 градусов, например. Часто задают вопросы по приему препаратов. Вот бывает, им рекомендуется снижать дозу гормонов. Там, ну, в выписке указана как схема снижения дозы препаратов. Вот эти вопросы они обсуждают. И иногда, вот, когда вот мы смотрим их вопросы, нам становится интересно представить себе, как вот они эти вопросы решают, если нет возможности вот таких вот возможностей задать врачу. Да. Казалось бы, вопросы элементарные, но у пациентов они все равно возникают. И я не знаю, какие могут быть варианты ответов на эти вопросы у них. Вот кто как примет. Кто какое решение примет. Могут нанести вред. Да. Кто какое решение примет, ну, кто как поступит, точнее, непонятно в такой ситуации. Действительно ли у вас проводятся консультации психологов в клинике, да, и общаются с теми, кто перенес коронавирус? Почему это тоже важно? Ну, это важно, потому что жалобы психологического характера, они очень сильно влияют на качество жизни. То есть это пациенты, которые сами испытывают невероятные жалобы, беспокоятся за них их родственники, за то, что они вот такие жалобы предъявляют. Это могут быть жалобы на просто плохое самочувствие, головную боль, слабость, сонливость, а могут быть
очень яркие жалобы, плаксивость, агрессивность, которой раньше не было, неадекватная реакция на информацию, которая поступает. То есть жалобы могут быть от таких безобидных до более-менее серьезных. И поэтому обязательно здесь тоже нужно участие доктора, который проконтролирует, примет нужное и верное решение. А, кстати говоря, про докторов, про ваших коллег, врачи, для них ведь это тоже серьезный стресс, работать и в ковид-госпиталях, да, и общаться даже вот с теми, кто болеет коронавирусом или кто на ИВЛ подключен. Вот как реабилитация среди врачей происходит? Ну, врачи, нагрузка очень увеличилась в последнее время, да. Сейчас в республике создаются разные центры оказания психологической помощи. Если вот кто-то испытывает у себя непривычное состояние, то могут сами обратиться за помощью. Да. У некоторых коллег могут со стороны подсказать, да, коллеги, что вот, кажется, что вот вам тяжело стало работать, да, то есть либо сами обращаются, если чувствуют, что появились нехарактерные жалобы, да, либо коллеги подсказывают, что, но чаще до таких консультаций не доходит, все-таки с помощью поддержки друг друга, создания условий, что мы друг другу поможем, работаем плечом к плечу, командно, все-таки удается, если кто-то вот сильно переутомился, с помощью поддержки, с помощью выходных дней поддержать, и справляемся. Таких серьезных проблем среди медицинских работников у нас нету. Ну, мы отправляем свои лучи добра, потому что сегодня доктора и врачи – это те, кто на переднем краю, как говорится, в борьбе с коронавирусом. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Всем здоровья пожелаем. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Гульнас Лосынова, заведующая отделением медицинской реабилитации клиники БГМУ. И мы говорили о реабилитации тех, кто перенес коронавирус. Берегите себя, свое здоровье, не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.